В объективе программы Central Asian Report тренды геополитики, точки консолидации, панорама современных реалий Центральной Азии. Политика, экономика и культура, события, тенденции, люди – все это на одной территории. Здравствуйте, это программа «Центральная Азия». Смотрите сегодня в нашем выпуске. ЦАСа-1000. Между Центральной и Южной Азией пробежала искра. Туркменистан на Экспо-2016. Не павильон, а дворец. Казахстан в глобальной акции «Ночь в музее». А прямо сейчас центральноазиатские новости. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление об учреждении международной плодовочной ярмарки. Она будет ежегодной, по замыслу проводиться в Ташкенте в октябре под конец сезона сбора урожая. Цель ярмарки – вывести свежую переработанную плодовочную продукцию узбекских фермеров на новые рынки сбыта, а также увеличить номенклатуру экспортируемой продукции. Впервые ярмарка пройдет уже в 2016 году, в июле. Концерн «Туркменнефть» ускоренными темпами ведет бурение 5 разведочных и 10 эксплуатационных скважин на мелководье Каспийского моря. Работы проводятся в рамках национальной программы развития нефтегазового комплекса Туркменистана. Ее главная задача – максимально автоматизировать процесс добычи углеводородов и повысить продуктивность эксплуатируемых нефтепластов. Отмечу, что на данный момент ресурсы туркменского шельфа Каспия оцениваются в 12 миллиардов тонн нефти и 6,5 триллионов кубометров природного газа. Саудовская Аравия предоставит Кыргызстану льготный кредит в размере 30 миллионов долларов. Полученные средства пойдут на строительство новых школ. В частности, до 2019 года во всех регионах республики будут открыты 16 учебных заведений. Срок выплаты суды составит 25 лет. Добавлю, что в данное время в Кыргызстане отмечается серьезная нехватка общеобразовательных школ. В республике их около 2000, но в большинстве школьники вынуждены учиться в 3 смены. Между Центральной и Южной Азией пробежала искра. Пока только символическая. В Таджикистане дан старт уникальному энергетическому проекту ЦАСа-1000. Линиями электропередач он соединит между собой страны 2 крупных регионов. О деталях проекта и взаимной выгоде всех государств-участников в репортаже нашего собственного корреспондента в Душанбе. Таджикистан занимает 2-е место в мире по запасам возобновляемых, экологически чистых гидроэнергоресурсов. Но вот парадокс. Зимой в республике электроэнергия в дефиците. И все из-за слабого течения в многочисленных горных реках. Летом, наоборот, приходится прибегать к масштабным холостым сбросам. Избыток электроэнергии в этот период от 3 до 7 миллиардов киловатт-часов. И ее некуда девать. А в это самое время соседние страны, Афганистан и Пакистан, страдают от недостатка электроэнергии и не в состоянии удовлетворить потребности в ней своих граждан. Проект ЦАСа-1000 призван решить эту проблему. Вообще идея строительства ЦАСа-1000 возникла в связи с тем, что в странах Южной Азии чувствуется огромная нехватка электроэнергии, а в странах Центральной Азии мы ощущаем, в частности в летнем периоде в Таджикистане ощущаем большой избыток электроэнергии. 60 километров от Душанбе. Город Турсунзаде. Исторический момент. Президент Рахмон и премьер-министры стран-участниц проекта запускают его в реализацию. На стенде линия электропередачи, которая соединит Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и Пакистан. Здесь на карте это всего лишь черта в полметра. На деле протяженность ЛЭП составит 1300 километров. Предположительно, по этим линиям будут передаваться порядка 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии из стран Центральной Азии, то есть из Кыргызстана и Таджикистана в страны Южной Азии. ЦАСа-1000 – это первый масштабный межрегиональный проект. Его технические тонкости специалисты просчитывали порядка 10 лет, а совокупный бюджет оценивается в сумму более 1 миллиарда долларов. Денежные затраты, помимо стран-участниц, на себя взяли международные финансовые институты.
I think this project shows that the four countries have been able to work together to В будущем проект может использоваться для расширения торговых связей между странами региона, именно Центральной и Южной Азии. Не только в энергетической сфере, но и в других. И, конечно же, одна из важных целей данного проекта – создание новых рабочих мест для местного населения. partnership that can actually extend beyond electricity to other areas in trade. На первом этапе планируется построить ЛЭП Датка-Худжанд мощностью 500 киловатт. Эта линия соединит энергосистемы Таджикистана и Кыргызстана. Далее ее протянут до пакистанского города Пешавар. По всему маршруту планируется установить конвертерные подстанции. Доступ к недорогой и чистой электроэнергии в развивающихся странах имеет чрезвычайно важное значение для достижения целей устойчивого развития. Убежден, что реализация проекта КАС-1000 станет благоприятным фактором для устойчивого развития стран Центральной и Южной Азии. Эксперты уверены, ЦАС-1000 сможет решить целый ряд экономических, социальных и экологических задач во всех 4 странах. Ведь межрегиональный проект – это создание 1000 новых рабочих мест. А значит, в одних республиках понизится уровень бедности, а в других – улучшится качество жизни. Проект ЦАС-1000 планируют сдать в эксплуатацию через 3 года. Золото, своды дворца и павлины на Мраморной площади. Туркмения верна себе. И на ботанической выставке Экспо-2016 в Анталии оформила свой павильон в характерной архитектурной манере. О том, что ожидало посетителей внутри павильона, в зарисовке моего коллеги из Турции. Цветы и дети. Сохраним мир зеленым для будущих поколений. Так звучит тема выставки Экспо-2016, которая проходит в турецкой Анталии. На огромной территории в районе Аксу разбит парк с большим озером, музеем, башней, конгресс-центром на 9300 человек, 2 амфитеатрами и выставочными павильонами 56 стран мира. Из республик Центральной Азии здесь представлены Казахстан и Туркмения. Туркменистан уже в 4-й раз представляет свою экспозицию на этой престижной глобальной выставке. Кстати, наша страна одной из первых дала свое согласие на участие в Экспо в Анталии. Отмечу также, что в прошлом году в Милане к нам был проявлен большой интерес. Основная часть туркменской экспозиции размещается не внутри павильона, а в парке перед ним. Этот ландшафт засажен таким образом, что представляет собой ботаническую карту республики. Каждому растению своя зона и свой регион. Среди них и редкие эндемики, и широко распространенные виды. В павильоне, стилизованном под современный дворец, можно посмотреть энциклопедические материалы об уникальной природе Туркменистана, а также выбрать сувенирную продукцию. Многие посетители интересуются изделиями ручной работы. Они выполнены из натуральных материалов и очень созвучны теме выставки. Надо сказать, Туркмения очень интересна туристам. Многие о ней слышали, знают, что это братская тюркская страна и больше ничего. Поэтому мы стараемся побольше рассказывать. А ведь в день к нам заходят до 150 человек. Павильон Туркменистана занимает 635 квадратных метров выставочной площади. Предполагается, что за 6 месяцев работы Экспо его посетит около 1 миллиона человек. Конечно, в Экспо все очень красиво, но нас особенно интересуют наши тюркские страны. С помощью фотографий и экспонатов в их павильоне мы смогли сформировать хоть какое-то представление о туркменах и земле, на которой они живут. Помимо прочего, в рамках Экспо-2016 представители туркменской экспозиции знакомились с новыми выставочными технологиями, а также современными методами подачи визуальной информации. Таким образом, Туркменистан уже начинает готовиться к следующему глобальному смотру, который состоится в 2017 году в Астане.
Шуметь и трогать руками можно. На одну ночь в музеях Казахстана были отменены все традиционные правила поведения. Так, главные выставочные залы страны присоединились к международной акции «Ночь в музее». Наши корреспонденты в Астане и в Алматы не сомкнули глаз и выяснили, зачем люди ходят на выставки под покровом темноты. Подробности в обзоре из выставочных залов двух городов. В конце мая в 7 музеях Алматы прошла международная акция «Ночь в музее». Цель глобального события – привлечь в выставочные залы как можно больше посетителей. Акция приурочена к Международному дню музеев. Впервые подобным образом его отметили в Берлине в 1997 году. Через 9 лет «Ночь в музее» пришла и в Центральную Азию. Пионером стал Центральный государственный музей Республики Казахстан в городе Алматы. Все так много всего. И музыка сразу, и картины. Я тут первый раз, поэтому все интересно мне. Я же не могу определиться, куда смотреть, у меня глаза разбегаются. «Ночь в музее» действительно это такой интересный проект, который вмещает в себя разнообразные, разнохарактерные формы проведения музейных мероприятий. То есть, кроме классических экскурсий и выставок, именно в «Ночь в музее» можно продемонстрировать все возможности вообще музея. Кроме постоянно действующих экспозиций, в Центральном государственном музее выставили уникальные экспонаты из фондовых коллекций. Например, средневековые чаши, найденные на раскопках в городе Талгар и древнем Сарайчике. В Музее изобразительных искусств имени Абылхана Костеева «Ночь в музее» началась с лекций, мастер-классов и ярмарки ремесел. В 8 вечера открыли выставочные залы, в каждом из которых посетителей ждал сюрприз – музыкальные и театральные выступления. По словам организаторов, музей Костеева отошел от традиционного формата музейных мероприятий и сделал выставку интерактивной. Гости не просто пассивно изучали предметы искусства, они сами стали частью экспозиции. Огромное количество алматинцев с гостями, студенты, семьи, маленькие дети, люди старшего поколения. То есть сегодня у нас самая разнообразная публика. И мы очень рады, что у всех этих людей наш музей вызвал такой интерес. Мне понравилось сегодня, что тут много картин, и тут все объясняют, и так интересно танцуют. Ну, в общем, мне все понравилось. Залы музея имени Костеева были открыты до 2 часов ночи. А напоследок организаторы акции в буквальном смысле зажгли. Устроили для всех пришедших яркое фаер-шоу. Всего в Алматы в акции «Ночь в музее» приняли участие около 15 тысяч человек. Людно было и в выставочных залах Астаны. У центрального входа в Национальный музей Республики Казахстан даже образовались очереди. «Ночь в музее» проходит здесь второй год подряд. К Международному дню музеев Национальный музей готовился заранее. Наши сотрудники провели презентацию о Национальном музее в вузах столицы, колледжах и школах столицы. Был выпущен значок к 25-летию независимости Республики Казахстан с логотипом Национального музея Республики Казахстан. Вместо привычной музейной тишины – громкая музыка и огни. В этот раз «Ночь в музее» своим творчеством украсили артисты. Но все же самым интересным для пришедших стали экскурсии, в честь акции бесплатные. Больше всего внимание посетителей привлекли экспозиции по древней и средневековой истории Казахстана. Всем это интересно, история Казахстана, каждый, наверное, увлекается этим. Пока все не посмотрим, я думаю, что мы не уйдем, потому что мне это интересно, детям интересно. Планы погулять, насколько сможем, потом ребенок спать захочет, и домой поедем уже. А так, конечно, хотелось бы погулять до конца. В нынешнем году сюрпризом для пришедших стала лазерная проекция, которая отображалась прямо на стенах здания.
В лазерных лучах можно было увидеть важнейшие исторические события для Казахстана и стран СНГ. В 2015 году ночь в Национальном музее провели около 23 тысяч человек. В этот раз рекорд посещаемости был побит – более 30 тысяч гостей. На этом все. Вы смотрели «Центральную Азию». До встречи в эфире на телеканале Казах ТВ.